Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Семьям с детьми могут разрешить покупать жилье по программе льготной ипотеки на вторичном рынке. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение рассмотреть возможности ее расширения. Сейчас она распространяется только на новостройки, но в некоторых регионах нового жилья возводится мало, программа там практически не работает. Общее кассовое исполнение по проекту не превышает 8%, отметил Дмитрий Медведев. В рамках программы семейной ипотеки государство субсидирует банкам часть ставки, чтобы семьи с детьми могли получать кредит по ставке 6% годовых. Максимальная сумма ипотеки ограничена 12 миллионами рублей для Москвы. Для других регионов верхний предел 6 миллионов рублей. Минимальный первоначальный взнос 20%. Заемщик и родившийся ребенок должны быть гражданами России. При этом заемщиком должен быть родитель ребенка. Для созаемщиков никаких ограничений нет. Покупка жилья возможна по договору долевого участия, то есть когда дом, где приобретается недвижимость, еще не сдан, либо по договору купли-продажи в случае с готовым жильем. Из 38 российских фильмов, которые с 2015 года получили от 100 миллионов рублей господдержки, 14 в прокате собрали меньше этой суммы. Чиновники называют долю провалов в прокате системной проблемой. Также отмечается существующая проблема с качеством сценариев и команд. И отмечается, что фонд кино отныне будет отказывать в помощи спорным проектам. Лучше мы не потратим часть бюджета, сказали в фонде. Минкультура и фонд кино выделяют на новые фильмы больше 5 миллиардов рублей в год. Министерство помогает дебютным и авторским проектам, фонд лентам для массовой аудитории. Фонд выдает часть денег в виде беспроцентного кредита на условиях их полного возврата. Такие решения принимаются индивидуально для каждого случая по рекомендациям экспертов от индустрии. Государство имеет право закрыть не больше 75% производственного бюджета картины. Фонд кино обычно финансирует 60-70% расходов продюсеров. Минэнерго, Минфин и Минвостокразвития согласовали свои позиции по льготам для проектов топливно-энергетического комплекса в Арктике. Об этом рассказал министр энергетики Александр Новак. Он пояснил, что предложения ведомств объединены в 5 законопроектов. Они касаются льгот по новым месторождениям для проектов по добыче сжиженного природного газа и добыче на шельфе, а также снижение налога на добычу полезных ископаемых. В настоящее время эти инициативы обсуждаются правительством. В Минэнерго отметили, что развитие Арктики является приоритетным направлением. Для реализации проектов по разработке месторождений и привлечения средств необходимы адекватные условия. Разработанный комплекс льгот будет эффективен с точки зрения бюджета и позволит достичь поставленной цели. Наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений. По данным Росстата, в 2018 году среднемесячный доход работника этой отрасли составил 44 тысячи рублей, в то время как в 2013 он был на уровне чуть больше 25. Таким образом, прирост составил 74%. Также зарплаты выросли у россиян, занятых в сельском и лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве. За 5 лет средняя зарплата выросла на 73%, достигнув показателя в 28 100 рублей. У работников сферы здравоохранения и предоставления социальных услуг зарплаты увеличились на 63%, с 24,5 тысяч до чуть более 40 тысяч рублей. В 1,5 раза поднялась зарплата работников сферы информации и связи и занятых в добыче полезных ископаемых до 68 и 83 тысяч рублей соответственно. Тем временем премьер-министр Дмитрий Медведев призвал россиян готовиться к серьезной переквалификации в связи с роботизацией труда. По словам главы Кабмина, на сегодняшний день в мире работают порядка 2,5 миллиона роботов. Медведев подчеркнул, что в любом случае нужно готовиться к серьезной переквалификации людей. По его словам, необходимо обучать специалистов, которые способны работать с роботами и технологиями автоматизации. Ранее директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов заявлял, что развитие роботизации в России может привести к тому, что в течение 10 лет будет сокращено до 6 миллионов рабочих мест. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.